Я Миримбаев Еркебулан Еркенович, являюсь сотрудником полиции отдела полиции города Шар, Жарминского района, департамента полиции Восточно-Казахстанской области. Пишу видеообращение от безысходности, от того, что мне уже в голове никак не укладывается, то, что произошло, последствия, какими могли бы быть. Суть дела была так. Я работаю в специальном приемнике для административно арестованных. На этой должности работаю с 2013 года. 27.07.2020 года я заступил на дежурство согласно графику. В этот день меня дежурный отдел полиции города Шар попросил перезвонить исполняющую обязанности начальника районного отдела полиции Шарминского района подполковнику полиции Ахатину Ринату. После чего я позвонил ему, где он мне сказал, что надо освободить из административного ареста гражданина Кандыкбаева Ерғазы Советхановича, 70-го года рождения, проживающий в поселке Лызово, который по постановлению суда номер 2 Жарминского района было назначено наказание в виде ареста на 15 суток по статье 608, который был водворен в специальный приемник города Шар 14.07 по 29.07. Якобы он, говорит, съездит на похороны в поселок Лызово 28 числа и незаметно вернется, не имея на это никаких основательных документов, и сказал, что он это берет под свою ответственность, так как в соответствии с законом Республики Казахстан от 29.12.2010 года за номером 375 статьи 46/9 гласит так: лица, подвергнутые административному аресту, освобождаются из специального приемника по отбытию срока административного ареста, установленного постановлением судьи. Я ему, соответственно, вежливо ответил нет, что по инструкции не положено, и сказал, что прокурор будет проверять, в надежде, что он хотя бы угомонится от этой затеи. После этого он обратно перезвонил и сказал, что он договорился с прокурором района. Я ответил нет. Он начал другие варианты предлагать, чтобы я вызвал медика и сказал, что он заболел. Я категорически отказался исполнять его приказ. После чего начали поступать нелепые угрозы, что он это просто так не оставит. И я данный разговор записал на телефон в качестве доказательства, осознаю, что он не успокоится. Отдачу заведомо неложного приказа я рассматриваю как подстрекательство к преступлению. Злоупотребляя своей властью, осознав все последствия. Он знал, что это карается законом, он хотел его освободить, но я ему не дал. Тем самым я пресек преступление, после чего я доложился рапортом министру внутренних дел и генеральному прокурору Республики Казахстан, после чего прошли дисциплинарная комиссия, по решению чего было принято дать ему неполное служебное наказание, оставив его еще и на должности. При большом счете они должны были меня вообще поощрить. А тут, может, ты хочешь перевестись? Мне это очень задело. Нулевая нетерпимость к любым правонарушениям и преступлениям – это залог построения государства, в котором не страшно жить. Мелкое ли это, тяжкое ли это преступление, оконченное или не оконченное. Сам тот факт, если бы я не пресек, какие были бы последствия, даже трудно представить. Говорить о том, что хуже, а что лучше, как будто выбирать меньше из двух зол. А по сути, любое правонарушение – это зло. Большое или это меньше, особо значения не имеет. Я уже не знаю, куда, кому об этом говорить. Просто хочу, чтобы это так безнаказанно не осталось. Просто в голове не укладывается. Зачем тогда я давал присягу? Ради чего? Когда явное правонарушение, говорят, нормально, он просто отдал незаконный приказ. Это уже как в пословице? Такой большой, а сказки веришь? Я думал, министру напишу, он примет должное решение, а тут не тут-то было. Значит, он имеет хороших покровителей или как? Данное положение меня не радует. Неужто все так плохо и зло останется безнаказанным? Точнее, получит мягкое наказание. Я на это не могу закрыть глаза. Такую наглость я не встречал за всю свою службу. Если постановление суда ему не закон, кем он себя возомнил? Богом, что ли? А еще начальник районного отдела полиции Конжанов, выйдя с отпуска, обозвал, что я глупный, что можно, оказывается, выпускать людей. Хотя он, имея высшее юридическое образование, нес какую-то нелепую чушь. Ведь в законе все указано. Я действовал согласно инструкции, согласно закону. Он тоже ушел от наказания. Я думаю, если он не компетентен в этих вопросах, то появляется другой вопрос, как он стал начальником. Если тут элементарно не хочет понимать, что решение суда, кроме самого суда, не может отменить. Тем более человек под арестом. Я даже не понимаю. Я осознал, что в дальнейшем они будут
искать повод, как говорили мои коллеги, могут уволить, придумать всякие способы. Ведь если явное преступление не спустили на тормозах, о чем дальше говорить? Я еще раз прошу, примите правильное решение. Да. Ау. Да. А қалай бірнеше қағаз түк бермей ме? Болды, келмейді ғой, Қайраш. Жоқ, олар ертең завтра Қайраш завтра переиграет и все это. Переиграет в Гуреева. Они? Прокуратура или еще кто-то? Нет, так не пойдет, Хайруш. Нет, ренжимся. Я так не могу, говорю. Так не... это же так не... Оны біздің прокурорға емес, біз ауданға сообщать же должны. Я, Хайруш, объясняю же. Мы должны будем в область сообщать, прокуратуру, писать то, что мы